Американская группа Бразовилл и ее солист Дэвид Браун отказались от гонорара за концерт в Уфе. Эти деньги пойдут на строительство первого в республике детского хосписа. О том, что Центр паллиативной помощи появится в Уфе в 2020 году, сообщил Ради Хабиров после встречи с учредителем благотворительного фонда Нютой Федермессер. На созданный благотворительный счет фонда «Иман» уже поступают деньги от депутатов, бизнесменов, неравнодушных сотрудников предприятий региона. На своей странице в Инстаграме руководитель Башкортостана сообщил страшные цифры. 25 тысяч взрослых и 643 ребенка республики страдают от неизлечимых заболеваний, чьи дни на этом свете, что называется, вырваны у смерти. О том, как сейчас обстоят дела с паллиативной помощью в регионе, специальный репортаж Максима Окунева. Слова «рак» и «смерть» здесь под запретом, только улыбка и искреннее желание помочь. Повсюду бумажные бабочки, как символ хрупкой человеческой души. Первый в Казани детский хоспис – это возможность продления жизни для неизлечимо больных малышей. Есть комната интенсивной терапии, релакса, игровая и молельная, чтобы уход из этого мира был без боли и страданий. Одни только с такими детьми очень тяжело. Там все равно со всех сторон поддержка нужна. Уфа, по сути, станет вторым городом в стране после Казани, где детский хоспис будет построен с нуля. В необходимости этого учреждения Радия Хабирова убедила директор благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер. И ужасающая статистика. 640 тяжело больных детей, кому не сумела помочь классическая медицина, нуждаются в паллиативной помощи. Но ведь хоспис строится больше для тех, кто остается, для тех, кто рядом с тяжело больным человеком, для его родственников, для его семьи, для родителей, для здоровых братьев и сестер. Потому что все эти люди без помощи хосписа, они чувствуют себя, во-первых, виноватыми. Они все время живут с ощущением ненужности и брошенности. Еще больше нуждающихся в особом уходе взрослые пациенты. Их в республике 25 тысяч. Функции хосписов для них выполняют немногочисленные отделения паллиативной помощи. Но, по мнению экспертов, финансируются эти центры по остаточному принципу. Так, например, в деревне Салават Абзелиловского района заведующий уже 13 лет просит провести капремонт крыши. Но пока безрезультатно. Сырость от протечек и сквозняки из оконных щелей. В таких условиях лечение оказывается безрезультатным. У нас вот несколько палат, и наши кабинеты протекают. Весной начинает таять снег, также мы сидим под дождем. Хоспис вовсе не место смерти, как многие стереотипно считают. Это медицинское учреждение, где можно провести поддерживающий курс лечения. Дома это сделать невозможно, даже если врач будет приходить каждый день. Особенно для детей с редкими или орфанными заболеваниями. Родители заменяют им руки и ноги и, по сути, на долгие годы остаются в четырех стенах. Любой длительный выезд оказывается невозможным. Обращалась одна семья, которая проживает в Уфе. Вот у них ребенок у них болен с рождения. В прошлом году родителям нужно было выехать в отпуск или куда-то. В общем, они должны были оставить данного ребенка. И вот они обратились к нам, но мы, конечно, не смогли помочь этому ребенку, потому что у нас таких нету. Во многом функции такого терапевтического хосписа выполняют благотворительные центры. Эти улыбчивые малыши пережили рак, болезнь, с которой порой не под силу справиться даже взрослому. В фонде «Потерь нет» стараются не вспоминать об этом, но сложно забыть о болезненных уколах, химиотерапии и бессонных ночах. Я катался на хоккее и упал, у меня начало болеть, и потом мы сходили на УЗИ, у меня оказалась опухоль. Чтобы власти и бизнес не пожалели денег на благое дело, все средства хороши. Андрей Неридный из Омска проводит велотрип по стране. Уфа – 7-й город в маршруте активиста. Мужчина во время визитов по городам делится опытом работы взрослого хосписа в родном Омске. Это желание помочь, оказать действенную помощь детям, которые нуждаются в ней. Это рассказать о паллиативной помощи, которая необходима. А лидер культовой американской инди-рок-группы Бразовилл Дэвид Артур Браун решил поддержать строительство хосписа в Уфе тем, что умеет лучше всего. Огни Уфы сегодня едва вместили всех желающих, билеты ходили с рук. На сверхприбыль музыканты вовсе не рассчитывают, отказавшись от собственного гонорара.
Вы знаете, я очень дорожу здоровьем и благополучием всех детей на земле. Я сам в детстве пережил много лишений, воспитывался без матери, насмотрелся на человеческое горе. Для меня эта тема как трагична, так и дорога одновременно, чему я посвятил очень много песен. Эту проверку на милосердие или зрелость жителей республики, как в соцсетях написал Радий Хабиров, уже прошли десятки людей. Они не жалеют денег, сил, таланта, гонорара, наконец, чтобы жизнь малышей не обрывалась преждевременно. Хоспис в Уфе должен заработать до конца 2020 года. Проектирование уже началось, открыт благотворительный счет. Максим Окунев, Азамат Мухамедшин. Итоги недели.